Перед вами озеро термокарстового происхождения. Озеро термокарстового происхождения встречается в области распространения многолетних мерзлых пород. Они образуются за счет таяния подземных льдов. Сейчас вы видите озеро термокарстового происхождения в Аласе. У них бывает округлая форма. Их можно очень легко различить по спутниковым снимкам, по фотографиям сверху. И, конечно, самая отличительная черта – это сильная заболоченность берега. И по этой заболоченности можно сразу понять, что это озеро термокарстового происхождения. Зачастую озера термокарстового происхождения, они не имеют ни стока, ни притока. Они закрытые водоемы. Их максимальная глубина в среднем достигает до 3–4 метров. Средняя глубина примерно 1,5–2 метра. Конечно, так как у них нет водообмена, происходит заиление. И где-то в начале августа, конец июля, как вы видите, здесь уже идет цветение озера. Это озеро происходит за счет таяния подземных льдов. Вот эти вот льды, они сначала образуются дёдя, да, вот как бы такие заболоченные вот места, да, то есть начинается термокарстовый процесс. Этот процесс необратимый. Это начинает увеличиваться все время и в конце концов превращается в такое вот круглое или вот овально-круглой формы озеро. Вот это озеро за счет таяния подземного льда начинает увеличиваться. Сколько там запасов, столько и будет размер. И, конечно же, их уровень полностью зависит от количества осадков. Но, как известно, что термокарстовые озера распространены в центральной части Якутии, где среднее количество осадков составляет от 250 до 270 мм в год, что очень мало для поддержания уровня данных озер. На территории Республики Саха-Якутия около 700 тысяч озер, из них 90% имеют термокарстовое происхождение. Они в основном распространены в центральной части Якутии, северной части и в арктической части Якутии. Их нет только в горной части, то есть это восточной, юго-восточной и вот южной части, где нету мерзлоты. На территории Российской Федерации еще встречается на севере Красноярского края, на севере Новосибирской области и вообще вот на территории северной части Западной Сибири. И вообще во всем мире, если взять весь мир, то такие озера еще встречаются на территории Канады, на территории Аляски и частично могут быть на Скандинавском полуострове.